Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это болжалды келер шаг. Будущее предположительное время глагола. Будущее предположительное время глагола обозначает вероятное действие, которое произойдет в будущем. В русском языке это значение можно передать при помощи следующего слова «возможно». Как пример можно сказать, что «возможно, я завтра приду». То есть вероятность моего прихода неточная. Возможно, я приду, а возможно и нет. Образуется данное время с помощью следующих суффиксов. Ар-ер прибавляется после согласных. Ар прибавляется, если слово твердое, а суффикс ер прибавляется, если слово мягкое. Суффикс р прибавляется после гласных букв. То есть, если у нас корень слова заканчивается на гласную букву, то прибавляется согласная буква р. А если основа глагола у нас твердая, мы должны прибавить суффикс ар, а если мягкая, то прибавить суффикс ер. Далее после этих суффиксов прибавляются личные окончания первого типа. Итак, давайте рассмотрим все это на примерах. И первое предложение «я, возможно, приду». В данном случае мы используем глагол келю – «приходить». Предложение звучит «мен келерман». Основа глагола у нас мягкая – это кель. Значит, мы должны прибавить мягкий суффикс ер. Кель заканчивается на согласную букву, поэтому в данном случае мы прибавляем суффикс ер. Далее после этого суффикса мы прибавляем личное окончание первого типа. Так как мы использовали местоимение мен, то и окончание прибавили мн. Так как слово у нас мягкое, то и личное окончание тоже прибавляем мягкое. И целиком предложение звучит «мен келерман». «Я, возможно, приду». Следующее предложение. Используем глагол айту. Предложение звучит «син айтарсен». «Ты, возможно, скажешь». Глагол айту у нас твердый, основа глагола заканчивается на согласную «т», и в данном случае мы прибавляем суффикс «ар». После этого прибавляем личное окончание, в данном случае окончание второго лица «сын». И предложение звучит «син айтарсен». Следующий пример. Мастер, возможно, завтра придет. Щебер ертен келер. Мастер можно заменить местоимением он, переводится как ол, поэтому к глаголу в данном случае мы не прибавляем никаких личных окончаний, так как это третье лицо. В данном случае мы прибавляем только суффикс будущего предположительного время глагола, в данном случае ер. Так как основа глагола кель у нас мягкая, поэтому мы прибавляем мягкий суффикс ер. И предложение звучит «щебер ертен келер». Следующий пример. Сыз жұмысқа барарсыз. Вы, возможно, на работу пойдете. В данном случае мы используем глагол бару. Основа глагола звучит у нас как бар. Основа глагола твердая, заканчивается на согласную букву, и поэтому мы прибавляем твердый суффикс ар. Далее идет личное окончание «сыз». И предложение звучит «сыз жұмысқа барарсыз». И последний пример. Вы сегодня, возможно, тест напишите. Сіздер бүгін тест жазарсыздар. В данном примере мы используем глагол жазу – писать. Основа глагола у нас звучит как жаз. Основа глагола у нас твердая, заканчивается на согласную букву, и поэтому мы прибавляем суффикс ар. После этого мы прибавляем личное окончание. И целиком глагол звучит как жазарсыздар. А на этом данный урок подошел к концу. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.